Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 2 августа президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил председателя Народной партии Абхазии, правозащитника Якуба Лакоба с 70-летием. Вы находились у истоков национально-освободительного движения. Знаю вас как человека, преданного своей родине и своему народу. Вы возглавляете одну из старейших партий Абхазии и широко известны как опытный правозащитник. От всей души поздравляю вас с 70-летием. Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, сказал президент. Якуб Лакоба поблагодарил главу государства за поздравление, отметив, что это имеет для него большое значение. Уполномоченный по правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с выявленными фактами жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения с задержанными и заключенными в местах содержания под стражей. Вызывает беспокойство имеющаяся в аппарате уполномоченного информация о многочисленных фактах нарушения процессуального законодательства Республики Абхазия. Речь идет о фактах задержания людей с нарушением предусмотренной законом процедуры задержания. В связи с этим считаем необходимым проведение тщательного расследования на предмет выявления фактов, свидетельствующих о применении пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видах обращения и наказания во всех местах принудительного содержания на территории нашей страны. Обращаемся ко всем соответствующим органам власти принять решительные меры по предотвращению и искоренению пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания в местах принудительного содержания. С полным текстом обращения можно ознакомиться на официальном сайте уполномоченного по правам человека. Главное политическое событие страны – выборы президента. Собираются ли граждане идти на выборы? Будут ли следить за кандидатами в прямом эфире нашего телеканала? Каким, по их мнению, должен быть президент? Это и многое другое выясняла Сария Кварасхелия. В преддверии выборов президента Республики Абхазия мы провели опрос и узнали, насколько жители столицы осведомлены предстоящим политическим событиям и что они ждут от выборов. Из 20 опрошенных нами людей только 10 собираются идти на избирательные участки. Мы попытались выяснить, с чем это связано. На выборы я не пойду, потому что разочарованы в целом в политике, в соотношении их к народу, к людям и в их действиях. Естественно, это мое право. Я не вижу в этом смысла. Каждый, знаете, какого кандидата вы бы не выбрали, каждый говорит одно перед началом, а делает другое. Естественно, буду голосовать. Не только я, все мои близкие, все мои родные, все мои знакомые, потому что это очень такой судьбоносный период для нашей страны. Обязанность каждого гражданина нашей страны. Соответственно, призываю всех сделать свой выбор, правильный выбор. Обязательно пойду на выборы, потому что мы выбираем президента и вместе с ним будущее нашей страны. Еще на 5 лет определяемся, как нам жить дальше. Как уже известно, теледебаты с кандидатами на должность президента Абхазии состоятся в прямом эфире Абхазского телевидения 23 августа. До этого, начиная с сегодняшнего дня, в прямом эфире Абхазского телевидения будут проходить интервью с кандидатами на должность президента и на должность вице-президента республики. Часть опрошенных считают, что именно теледебаты помогут сделать окончательный выбор. Конечно, есть и те, кто прямые эфиры смотреть не будет. Нет, не буду смотреть. Там ничего нового не будет. Смотреть я не буду, у меня нет времени, просто не получается. От кандидатов хочется слышать меньше слов, но больше действий. Я не буду смотреть, потому что я буду занят работой. А так, я бы посмотрел бы. От эфира жду порядочности, честности, прозрачности. Интересно послушать каждого кандидата, то есть услышать его видение касательно проблем, которые на сегодняшний день, и как он собирается их решать, какие идеи, план развития государства. Обязательно будем смотреть и хотели бы услышать и увидеть искренность наших кандидатов. Постараюсь посмотреть, что бы я хотел услышать. Я думаю, хотел бы услышать от кандидатов, как они видят наше будущее, как они дальше будут идти вперед, что еще надо сделать, их видение сегодняшней ситуации, нашей экономики. Страна развивается поступательно, надо просто какие-то процессы
форсировать. Среди опрошенных были и те, кто высказал переживания по поводу проведения самих выборов. Однако большинство опрошенных уверены, что выборы президента Абхазии пройдут спокойно. Мой абхазский народ очень законопослушный. У нас не должно быть никаких неприязней друг к другу. У нас должен быть все спокойно пройти. В связи с тем, что происходило, если повторится опять же эта ситуация, то нет, далеко не спокойно. Будет волнение какое-то, наверное, такое. Не бурное, может быть. Мы давно здесь уже в этих выборных кампаниях мы абхазы участвуем. Вот, и симптомов для того, чтобы были какие-то эксцессы, вот я не ощущаю. Первое интервью в прямом эфире с кандидатом на должность президента Абхазии состоится уже сегодня, после выпуска Амши-Юкшара. Первым гостем, согласно жеребьевке ЦИК, будет Аста Муркакалия. Сария Гварацхелия, Томас Чиковани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. К другим темам. 16-й международный турнир по шахматам Сухум Open открылся в Сухуме. В нем принимают участие шахматисты из разных регионов России, Украины, Татарстана, республик Северного Кавказа и представители всех городов Абхазии. Наравне со взрослыми за победу борются и совсем юные шахматисты. На открытии шахматного турнира Сухум Open присутствовал и президент Рауль Хаджимба. Вот уже 16 лет, как в Абхазии проводится международный шахматный турнир «Абхазия Open», в котором принимают участие лучшие шахматисты из разных регионов Российской Федерации и, конечно же, Абхазии. Турнир стал хорошей площадкой для подготовки абхазских спортсменов, занимающихся этим интеллектуальным видом спорта, и открыл им большие возможности. В рамках международного фестиваля «Абхазия Open» шахматные турниры проходят в Гудауте, Гагре и Сухуме. Сегодня в столице состоялось открытие турнира «Сухум Open», который объединил свыше 100 участников. Юные шахматисты повышают свое мастерство. Для них очень важно встретиться с сильными, опытными российскими, перенимать у них опыт. Любой фестиваль, который проходит в Абхазии, для курортной страны это имиджевое мероприятие. На открытии турнира Сухум Open состоялось награждение победителей шахматного турнира Гудаута Open, который завершился 31 июля. Среди победителей юная шахматистка Карапетян Николь. Я играю в шахматы 4 года. И меня к этому привел мой дедушка. Надо просто защищать своего короля и надо атаковать чужого черного короля. Как только турнир был объявлен открытым, ее участники сразу же принялись за игру. Дауд Лазба играет в шахматы уже 3 года. Он признается, что интеллектуальная игра помогает ему в учебе. Он также добавил, что для того, чтобы одолеть своего соперника, необходимо быть очень внимательным. Я не ходил в шахматный клуб, меня дядя захотел тренировать. Мы начали тренироваться где-то с 8 лет, и мы уже тренируемся достаточно долго. И у меня уже есть несколько наград. Шахматы, например, в школьной работе помогает при математике. Когда ты занимаешься, здесь математика, она только тебе помогает, и шахматы тоже. Они же, там надо все рассчитывать и считать каждый ход. Ежегодно этот самый интеллектуальный вид спорта привлекает все больше участников. Мастер спорта по шахматам из Тамбова Игорь Урюпин уже 4-й год принимает участие в шахматном турнире в Абхазии. По его словам, значимость подобных турниров переоценить сложно. Это не только соревнования, это и новые знакомства и обмен опытом. Молодежь, как и везде, становится больше и больше. И в Москве все больше встречаешь участников ваших местных, которые играют в Москва Open и прочих международных турниров, все удачнее и удачнее. То есть прогресс у вас налицо. Шахматный турнир Сухум Open проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в 9 туров и компьютерной жеребьевки. В рамках турнира Сухум Open проводится 3 соревнования. 3 турнира. Турнир А, турнир Б и турнир С. В турнире С участвуют дети до 8 лет. В турнире Б участвуют дети возрастной категории до 12 лет. И в турнире А участвуют участники без ограничения в возрасте. Соревнования проводим по швейцарской системе. У того, у кого одинаковые очки, они встречаются между собой в следующем туре. Шахматный турнир Сухум Open завершится 10 августа. Затем стартует Гагра Open. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
2 августа в центре столицы Абхазии началось празднование Дня ВДВ. В сквере у Абхазской государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск. Многие пришли с детьми. В этом году ВДВ Абхазии исполняется 11 лет. Подробности расскажет Саид Джарсалия. 2 августа отмечается день рождения советских воздушно-десантных войск. В Абхазии традиционно этот праздник начинается с возложения цветов к памятнику ветерана Великой Отечественной войны 1941-45 годов генерал-лейтенанта Хасана Харазия. Крылатая пехота, внуки генерала Маргелова. Так именуют сами себя голубые береты. Воины-десантники всегда были на передовых, защищая родные земли. В этот день разделить праздник и возложить цветы к могиле командира 100-й краснознаменной воздушно-десантной дивизии Хасана Харазия пришли ветераны, бойцы спецназа, общественные деятели. Сегодняшний день – это день мужества, день отваги. ВДВ, кто прошел, есть ребята, которые не одну войну прошли. Но наша война была для нас, конечно, испытанием, но они все стояли. Это есть закалка Советского Союза, естественно. То, что тогда проходишь, и оно помогло во многом выжить и пройти. Хочу всех поздравить, всех ВДВшников, всего Советского Союза и во всем мире, где бы они ни были, чтобы у них все удача всегда сопутствовала. Это во-первых. Во-вторых, для меня это огромный праздник. Это из всех праздников номер один. Почему? Потому что там возмужал, я почувствовал дисциплину, я почувствовал, что такое страх, конечно, чуть-чуть, и что такое мужество. Десантников называют особой категорией военнослужащих. В этот род войск берут не каждого, а только того, кто сможет вытерпеть сильные физические и психологические нагрузки. Не принижая другие войска, я изначально танкист. Сказать нужно, что это особые войска. Подбирают лучших. У меня был такой опыт, когда не хватало в одной из моих подразделений десантных, всего 8 человек. Из 10 тысяч солдат я 8 человек не мог найти. Тот, кто бы достойно справился с этой задачей. Поэтому это гордость не только Министерства обороны Вооруженных сил, это десантные войска, это гордость всей страны. И участвуя с ними в различных мероприятиях, я видел, что это люди особые. Это люди, которые из себя гранаты готовы взорвать, чтобы врагу в плен не попасть. Это те, которые прикрывают отход товарищей на поле боя. Это те, которые, сам погибая, вынесет товарища с поля боя. Отметить День ВДВ в Абхазию приехало большое количество гостей. Один из них – десантник Юрий Разин, который с гордостью вспоминает годы службы. Я служил в 85-87, учебная часть Каунасской дивизии, далее подмосковная часть Медвежьи озера, спецназ, отдельная рота специального назначения. Этот праздник, вот мы сейчас к вам приехали, мы на отдыхе, вот она вся атрибутика у нас с собой, мы здесь с вами, Россия с вами. Мы приехали из Уфы, у нас тоже большой праздник, там много друзей у меня, сегодня все передают привет Абхазии. От памятника Хасану Харазия колонна из десантников направилась в Парк Славы, чтобы почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Нужно отметить, что во время Отечественной войны народа Абхазии ветераны-десантники входили в состав Абхазской гвардии и мужественно защищали свою родину. По традиции, в этот день ветераны-десантники также посетили могилу первого председателя Союза десантников Абхазии Гиви Адлиба. Саид Джарсалия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуме прошла необычная выставка «Озеленение городской среды». Ее организовал президент Федерации шахмат Константин Тужба. Выставка прошла дома у шахматиста. Гостям он представил более 100 редких и декоративных растений. Журналисты между собой уже назвали ее «Красивая выставка». На ней побывал и президент Абхазии Рауль Хаджимба. На одной из центральных улиц столицы можно увидеть очень красивый дом, практически полностью украшенный цветами и редкими растениями. Дом часто привлекает внимание прохожих. Сирень, камелия, азалия, герань, плетущийся жасмин, различные многолетние и однолетние декоративные растения. Все это можно увидеть в доме у президента Федерации шахмат Константина Тужба. Константин Тужба посвящает все свое свободное время садоводству. Идея проведения выставки у него возникла давно, но реализовать он ее смог только сейчас. По словам Константина Тужба, выставка под названием «Озеленение городской среды» должна послужить примером для всех жителей республики. Как это можно сделать, как это
чтобы люди переняли все это, чтобы наш город стал красивым. Я хочу привлечь внимание к этой проблеме. Анна Довгань переехала в Абхазию 10 лет назад и всегда восхищалась абхазской природой. Она также считает, что озеленение городской среды должно послужить примером для многих. Я просто в восторге. Очень хорошо, что есть такие люди, да, как Константин Андреевич, что он занимается здесь. На самом деле это даже не сад, это просто здорово. То есть здесь очень много растений, очень грамотно все сделано, очень красиво. Здесь всегда круглый год что-то цветет. То есть видно, что человек именно душой, да, за это болеет. Великолепное место, великолепный сад, великолепный дом. Такая необычная выставка проходит в Абхазии впервые. Константин Тужба заверил, что она станет ежегодной. Сделать город красивее под силу каждому из нас. Для этого нужно начать с облагораживания своего дома. Гугут Савардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью возможен дождь, местами дождь с грозой. В воскресенье днем преимущественно без осадков, вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 25-30 тепла. Температура моря плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.